неподготовленный ролик, дико спонтанно. А, Умер очень известный в своих кругах Акын, я забыл его имя. И ну, чувак вроде был прикольный. Опять же, слово чувак не в укор, это не оскорбление, даже не близко, блядь. И единственное, за что хотел извиниться, это, наверное, перед его родными. Вдруг я их как-то оскорбил. Перед людьми, которые меня оскорбляли, которые угрожают мне, там, Малхуртом меня называют. Я хочу сказать, вы долбоёбы, даже нет. Хотел назвать вас животными, но не хочу оскорблять животных. Вы, вы просто никакие. Вы читали вообще мой пост? Я там написал, что... Так, что я там написал? Умер какой-то известный чувак. Я написал какой-то, потому что я до этого не интересовался его творчеством, я не знал, кто это. И поэтому ему устроили помпезные похороны. Ну да, блин, ему устроили помпезные похороны, там дохрена людей. И между ними расстояние не то что метры, там просто вот они впритык друг к другу встали, некоторые без масок, а это типа сейчас и карантин у нас. Ты выйдешь на улицу, тебя могут арестовать. А здесь люди приехали, скорее всего, из разных аелов, их туда доставили, они там стоят, их не задерживают, им это можно. То есть карантин для всех не один. А, И знаете, в чем прикол? Если бы умер какой-нибудь другой человек из-за, не знаю, коронавируса или просто там сердечный приступ случился, а, разрешили бы такие подобные похороны? Я думаю, что нет. И здесь идут двойные стандарты, то что это очень известный человек, и ему такое позволительно, а другим, получается, нет. И знаете, это так по-хрыски оскорблять человека, унижать его, угрожать ему, даже не прочитав суть поста. Я против этого Акына ничего не имею. Я его не оскорбил. Я посмотрел его один ролик, где он на английском поет. Это очень прикольно. Но опять же, научитесь, блядь, читать. Хорошо? А если вы оскорбляетесь от каждого слова, то, блин, ну, ребят, мне вас жаль. Значит, вы заслужили такое правительство, потому что вы от него ничем не отличаетесь. Ну и, наверное, все. Удачи вам.